Ну что, друзья, сказать. Я уже 6-й раз приезжаю в Якутию. Мне здесь очень нравится. Как когда-то я говорил, что был бы чуть помоложе, может быть, я бы переехал сюда совсем. Ну и, конечно, главный вопрос вот этой поездки был вопрос о утверждении, обособлении якутской охотничьей лайки как отдельной породы. Так как в настоящее время якутская лайка, она входит в большую обширную группу восточно-сибирских лаек. А восточно-сибирская лайка по существующему стандарту, это лайка от Енисея и до Камчатки, и до Сахалина, что само по себе, конечно, не очень хорошо, так как на таком пространстве не может быть одной однотипной лайки. Ну и немножечко хотелось сказать о поездке, которую мы совершили с энтузиастами, лайшниками Якутии. Ну, во-первых, всем давно известно, что когда-то, несколько лет назад, и в Якутии был питомник восточно-сибирских лаек, который был организован на основе поголовья лаек из иркутского питомника. И вот первая поездка у нас была в село Титары, где располагался этот питомник. И по дороге мы заезжали и к другим владельцам лаек, осматривали, фотографировали, измеряли, описывали этих собак. Ну, основное поголовье, конечно, лаек соответствует тому типу якутской лайки и типу восточно-сибирской лайки. Есть очень хорошие экземпляры, которые вполне могли бы быть взяты за основу якутской охотничьей лайки, быть эталоном. Посмотрели базовое хозяйство Парфенова. У него есть очень хорошие экземпляры и восточно-сибирских лаек, и якутской аборигенной лайки. В целом, поездка в тот район оставила такие хорошие впечатления, сложились у меня. Интересные собаки были. Ну, наряду с этим, конечно, были и довольно посредственные экземпляры. Мы не будем на них останавливаться. Это есть везде, не только в Якутии, а по всей России. И вторая поездка у нас была самая длительная. Это поездка по Вилюйскому тракту, вдоль реки Вилюй, Верховья, Горный район, Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский районы. Там, конечно, картина несколько иная, особенно в самых дальних районах, как Нюрбинский и Сунтарский районы. Ну, конечно, очень сильное впечатление на меня произвели лайки Нюрбинского района, где их разводят под руководством известного заводчика Аяла Данилова, который сам является очень ярым поклонником якутской лайки, и других настраивает на это. И надо сказать, что мы нашли тот экземпляр местной аборигенной лайки, которая может послужить эталоном, образцом для написания стандарта, для разработки стандарта и дальнейшего его утверждения. Это очень мощный, эффектный представитель. Его можно показывать не только
на выставке в Якутске, но и на выставке любого ранга, вплоть до международной. Конечно, он производит неизгладимое впечатление своей мощью, своим характером. Ну, посмотрели мы некогда знаменитых и популярных сунтарских медвежатников. Конечно, слава о них до сих пор сохранилась и идет по Якутии, но надо сказать, что позиции они свои несколько теряют. Уже нет таких собак, которые были в прошлом. Но это ничего страшного. Если заниматься как следует племенной работой, искать, находить, правильно подбирать пары, можно восстановить любую породу. Если даже зубра восстановили в России, исчезнувшего всего из нескольких экземпляров, тоже с лайкой гораздо проще. Ну, в целом, конечно, поездка меня очень порадовала. Хорошие впечатления, посмотрел, повстречался со многими лаечниками, энтузиастами, настоящими охотниками, промысловиками. Местные жители очень гостеприимны, приветливы, везде нас встречали с радостью. Ну, такие впечатления, самые положительные. Дальше. Ну да, вот там вот. Что там? Ну, немножко о себе, вот тут спрашивается мою специализацию, почему именно я занимаюсь лайками. Ну, лайки у нас лично в доме появились первые породные лайки в 1957 году. Отец купил щенка в питомнике в Невоза, который в те времена располагался в нашей Тверской области. И с тех пор в нашем доме всегда были лайки. Моя же первая лайка родилась в 1965 году, я вступил в охотники в 1968 году и начал серьезно заниматься лайками. В 1972 году я получил квалификацию эксперта по лайкам. И с тех пор у нас лайки не переводились. Почему лайки? Ну, наверное, это наиболее красивые из всех собак, наиболее умные из всех собак, преданные и разносторонние. Если другие породы узкоспециализированные, то лайки — это универсальная охотничья собака, с которой можно охотиться весь охотничий сезон, который у нас, допустим, в области длится с августа месяца и до конца февраля. Начинаем охотиться на утку для лайка, большую помощь оказывает в розыске, в розыске и выпугивании, когда половчей дичи, розыску и подаче отстрелянной добычи. Потом с наступлением зимнего сезона уже начинается охота на копытных, на лося, на кабана. Кабана у нас очень много. И пушнина. В прошлом, конечно, основное место у нас белка занимала. У нас ценились бельчатницы, особенно русско-европейские лайки в этом преуспевали. Я в свое время тоже держал русско-европейскую лайку. Но постепенно перешел на более крупную породу, на западно-сибирскую лайку. А потом, когда появились первые восточно-сибирские лайки, я завел восточно-сибирскую лайку. С тех пор я являюсь любителем и ярым сторонником восточно-сибирской лайки. Но в последнее время меня интересовали аборигенные лайки, вот именно Якутии. И венкийские лайки, конечно, очень интересные, и якутские лайки интересные. Лайки Якутии заслуживают особого внимания. К ним интерес проявляется не только здесь у вас в Якутии, но и в европейской части России интересны эти собаки. А в последнее время и за рубежом эти лайки стали очень популярны.
очень интересуется, особенно страны Скандинавии, Швеция, Финляндия. Финляндия очень хорошо отзывается об аборигенных лайках. К ним тоже попали несколько экземпляров. Они там, конечно, произвели неизгладимые впечатления своей работоспособностью, своей выносливостью, неприхотливостью. И надо еще отметить, что вот большую роль сыграли победы лаек, якутских лаек на состязаниях в Москве по медведю в 2008 году. Впервые команда Якутии приезжала на московские открытые состязания по медведю. Заняла там первое место, произвела фурор. Потом в 2009 году приехали также на такие же состязания, там заняли второе место. Это тоже очень высокий результат. Якутские лайки, конечно, становятся популярны и у нас. У меня в настоящее время тоже есть лайка из Якутии, с верховьев Вилюя, и кличка у него Вилюй. Ему сейчас 2 года, он показывает хорошие результаты в охоте по лосю особенно. Пушнину хорошо работает, куницу, соболица у нас нет, у нас куница. По кунице работать чуть-чуть труднее, чем по соболю, она больше верхом ходит. Тем не менее, он показывает отличные результаты. Вот еще чем лайка нравится мне? Своим умом, своей самостоятельностью. Пожалуй, по уму лайку можно поставить в один ряд с такой породой норных собак, как такса. Таксы очень умные собаки, и лайки нисколько не уступают им. Почему таксы очень умные? Ну, во-первых, потому что им приходится всегда принимать самостоятельные решения, когда они находятся под землей и сражаются с барсуком, с лисицей, с енотом. Там ей надеяться не на кого, под землей там хозяин не поможет. Ну и лайка в тайге тоже как бы предоставлена самой себе в основном. Помощь хозяина ей ждать неоткуда. Даже вот известны случаи, когда собаки по какой-либо причине, потерявшиеся в тайге, либо попали в капкан, либо в петлю, и считались потерянными, и когда охотники возвращались на следующий сезон в этот район, там собаки оказывались живыми и здоровыми, сумели перенести суровую якутскую зиму, сумели выжить. Это случай произошел с собакой Роберта Романовича Константинова. От этой собаки я, пожалуй, везу щенка к себе на родину. Даже вот известны случаи, когда лайка, целая упряжка лаек была оставлена в Антарктиде. Экспедиция закончилась. И рейс у них по вывозке собак не получилось. И они оставили целую упряжку в Антарктиде, а сами улетели. Вернувшись на следующий год, они 2 собак застали в Антарктиде живыми. Как они выжили там в тех суровых условиях, никому не известно, но тем не менее. Наверное, выжили потому, что это лайка. Этим все сказано. Ну и немножечко, несколько слов о якутской аборигенной лайке. Сейчас стоит вопрос о выделении ее в отдельную породу. Это является главной целью моей поездки сюда, разработки стандарта, потому что якутская аборигенная лайка, она несколько отличается от восточно-сибирской лайки, в группу которых она в данный момент входит. Она более выносливая, более неприхотливая в пище.
у нее как бы неснашиваемые лапы, она не повреждает, не стирает свои лапы при работе по очень жесткому морозному снегу, когда снег как стеклянная крошка становится и ранит лапы. Ну и по своему характеру якутская лайка аборигенная, конечно, отличается от других. Она более спокойная, уравновешенная, и в то же время она очень страстная при работе по зверю, очень вязкая, может преследовать зверя по несколько часов, иногда по несколько суток даже, оставаясь в тайге на ночь и продолжая работу с рассветом. Она всегда работает до конечного результата. Я желаю, конечно, якутской охотничьей общественности возродить якутскую аборигенную лайку, усовершенствовать ее, как бы улучшить, сделать более однотипной и одерживать с этой лайкой победы на всех выставках и на состязаниях любого масштаба. Очень популярно. У нас это одна из самых распространенных пород. У нас самые популярные породы — это лайка и гончая. С гончими там называется лисица охотится, а вот лайка, она как бы разносторонняя. У нас сезон охоты очень длительный. И еще, конечно, большую популярность, вот, что сыграло в популярности лайки у нас. Потому что в свое время питомник Всесоюзного научного института охотничьего хозяйства, который сейчас в Кирове, у нас этот питомник находился в нашей области, в Конаковском районе, и оттуда как бы пошло вот это развитие лайководства у нас в нашей области, и она стала очень популярной. Были времена, когда выставки у нас даже районного масштаба, они были более многочисленные, чем вот в современное время выставки областного масштаба. У нас доходило до того, что вот в одном ринге одновременно 160-170 лаек одной группы. Эксперты просто разводили руками, как в таком многообразии, как их всех расставить по ранжиру, кто лучше, кто хуже, кто там. Потом в связи с этой перестройкой там совсем немножечко все как бы пошло на спад, но сейчас снова лайка как бы возрождается, снова завоевывает свою популярность. Да, конечно, вот в свое время интернет-сообщество лаечников, они имеют несколько своих сайтов, вот, Док-эксперт, Охота с лайкой, Раша лайка. Их всех, конечно, интересует и лайководство Сибири, Дальнего Востока, и в первую очередь Якутии. И как бы информации об этом было очень мало. И всегда, вот я как съезжу сюда, вот, всегда расспрашивают в интернете, как там, чего, покажи там фотографии, там, как можно больше расскажи. И вот сейчас вот в связи с созданием вашего сайта, конечно, это очень будет. Я думаю, это будет один из самых популярных сайтов, потому что на тех сайтах уже вроде все переговорили, все перемололи, там уже обо всем поговорили. Так вот. Остается только, как выставка пройдет, выставку обсудят, там состязания какие там. А так обо всем поговорили. А вот ваш сайт, конечно, будет очень интересен. Думаю, получит большое развитие. Хотелось бы ему пожелать больших успехов. И журнал, конечно. Журнал тоже очень интересен. Я всегда отсюда привожу несколько экземпляров, там, раздаю по друзьям, их затирают там до состояния газеты. Всем очень интересно. Он очень красочный, очень много там интересного, полезного. Тоже хочу пожелать ему успехов в развитии. Хочу, чтобы там в нашем регионе как можно больше было подписчиков на этот журнал. Мы всех стараемся агитировать, чтобы оформляли подписку. А сайту, конечно, в первую очередь, сайт должен быть очень
интересным, очень популярным. Будет пользоваться большим успехом.